Слово для доклада предоставляется председателю Кенеша Республиканской общественной организации «Милли Фарха» Кантимиру Умерову Энверу Айдеровичу. Следующим выступит чемпион мира Казаков Рустем Абдуллаевич. Уважаемые участники и гости конференции региональной общественной организации Крым-Берлиги. Сегодня мы впервые собрались на столь представительный общественный форум, чтобы продемонстрировать величину и сплоченность наших рядов, нашу организованность и активность, наше общее стремление к единству и наше понимание, что только таким образом, только вместе мы сумеем достичь и реализовать поставленные перед собой цели и задачи. За короткий срок своего существования организация Крым-Берлиги успешно прошла путь от своей официальной регистрации до настоящей конференции, убедительно демонстрируя свои силы и возможности. Непреодолимое стремление крымско-татарского народа к объединению собрало в организацию свыше 8 тысяч членов, привело в ряды своих сторонников представителей разных национальностей, призвало к сотрудничеству различные общественные организации, охватило все регионы Крыма и определило верный ориентир в нашей дальнейшей работе, направленный на национальное возрождение народа на своей исторической родине. Именно возрождение в самом широком понимании объективно становится современной национальной идеей крымско-татарского народа. Идея национального возрождения сегодня как никогда своевременна, реальна и созвучна общей идее построения и развития нового Крыма в новых исторических сложившихся условиях, связанных с приобретением Крымом статуса республики и субъекта Российской Федерации. Начинающийся этап развития открывает перед всеми широкие возможности построения нового государственного образования в новых условиях, с новыми принципами общественного устройства, реализующими долгожданные для крымско-татарского народа идеи равенства, свободы, национального согласия и созидательной перспективы своего будущего. Практическую заинтересованность в этом мы ощущаем со стороны руководства Российской Федерации, всех регионов и государственных субъектов, всех народов страны, в братскую семью которых сегодня вливается многонациональный Крым. Однако следует понимать, что достижение этих перспектив невозможно без преодоления сложившихся негативов и недостатков переходного периода, без должной организации взаимодействия народа и власти, без учета реального положения в крымском сообществе. Крымско-татарская общественность сегодня серьезно обеспокоена создавшимся положением, когда сформулированные руководством страны важнейшие задачи не находят в республике своего практического решения и остаются лишь политическими декларациями. Думается, что это происходит потому, что большинство крымских чиновников продолжает находиться в состоянии эйфории собственной значимости, пытается всеми силами сохранить себя во власти, по существу не умея правильно распорядиться этой властью и эффективно реализовывать административное управление республикой в современных условиях. В результате крымско-татарский народ остается вне того процесса политической, организационной и управленческой перестройки, который на самом деле должен был бы происходить в Крыму. Почему это происходит? И что, так сказать, обосновывает
такое заключение? Во-первых, здоровые общественные силы народа до сих пор не привлечены к общественному диалогу. Во-вторых, не произошло требуемого кадрового обновления структур власти всех уровней, в силу чего нет и должного представительства крымско-татарского народа в формируемых органах власти, и, следовательно, они не заняты созидательной организационной работой. Третье. Не создается альтернативная прежним национальная инфраструктура средств массовой информации, которая могла бы вести весьма полезную разъяснительную работу и конструктивный диалог с крымско-татарским населением республики. И, наконец, четвертое. Выборы 14 сентября, как лакмусовая бумажка, продемонстрировала, как бы это мягко выразиться, определенное равнодушие власти. Крымские татары оказались на обочине избирательного процесса, из-за чего они фактически не будут представлены ни в органах законодательной власти Республики Крым, ни в органах исполнительной власти, и в последующем не будут представлены и в органах федеральной власти, что, несомненно, должно было бы быть, если в полной мере руководствоваться демократическими принципами государственного строительства. Все это нельзя оценить иначе, как политическое и правовое недоразумение, которое отодвигает сотни тысяч крымских татар от активного участия в общественной жизни республики на достаточно долгий период и лишает возможности успешного достижения тех высоких целей, которые поставлены перед руководством Крыма президентом Российской Федерации. В этих условиях мы считаем совершенно необходимым незамедлительно организовать и практически осуществить контактный диалог федеральной и республиканской власти с крымско-татарской общественностью для анализа ситуации и выработки конструктивных решений, направленных на скорейшее преодоление складывающегося кризисного положения. Организация Крым-Берлиги и другие общественно-политические силы крымско-татарского народа готовы к такому диалогу и конструктивному сотрудничеству. Уважаемые участники конференции, перед нами и перед властью Крыма лежит огромный пласт нерешенных и трудоемких задач. Поднять этот пласт возможно только доброй волей и общими усилиями. В складывающихся новых исторических условиях общественные организации и движения должны играть важную роль в деле активизации здоровых общественных сил народа, гармонизации межнациональных отношений и построения ответственного гражданского общества в Крыму. Поэтому нашей общей задачей является сохранение единства и обеспечение эффективного сотрудничества для того, чтобы общие помыслы превращались в общее дело. Думается, что деятельность Крым-Берлиги и других организаций должны быть направлены на реализацию идеи национального возрождения и затрагивать в этом аспекте все поле политических, правовых, экономических, социальных и культурных отношений в обществе. Мы должны способствовать развитию и процветанию нашей Родины, помогая и подсказывая власти и одновременно осуществляя эффективный общественный контроль работы властных структур. У крымских татар есть мечта – построение своей государственности, которая сформулирована в общеизвестном наказе народа. Эта идея преимущественно обсуждается пока как идея восстановления государственности в форме национально-территориальной автономии, утерянной в результате репрессий и насильственного выселения народа в 1944 году. Мы должны понимать, что в современном законодательстве Российской Федерации нет такого понятия в отношении государственных субъектов. Но у нас есть гораздо более перспективные возможности.
Согласно принятой 11 апреля 2014 года Конституции Республики Крым, крымско-татарский язык является государственным языком данного государственного субъекта Российской Федерации. Это автоматически означает, что крымско-татарский народ является де-юре государствообразующим народом. Вот это очень важно. Таким образом, мы имеем полное право приступить к построению своей государственности в рамках предоставленного нам федеральным и республиканским правовым полем. Дело за малым. Нужно реализовать государствообразующую функцию де-факто. Для этого и нужна наша общая заинтересованность и бескорыстная повседневная работа, организованная и построенная по общему плану и принятой программе во взаимодействии со всеми крымско-татарскими общественными организациями, общественностью и властью республики, в формировании которой мы все должны активно участвовать в ближайшем будущем. Сау олыңыз.